Здравствуйте, уважаемые участники! Мы начинаем наш вебинар «Подготовка к родительству». Такое громкое название. Мы сегодня поговорим об одном из аспектов подготовки к родительству и вообще поговорим о том, нужно ли готовиться к родительству, что мы включаем в термин родительства, когда мы говорим об этом. И я готова ответить на ваши вопросы, которые будут у вас возникать в ходе нашей встречи. Напишите, пожалуйста, видно ли, слышно ли меня, для того, чтобы мы начали. Давайте я подожду вашей обратной связи, уважаемые участники. Слышите ли вы меня, видите ли вы меня, и можем ли мы начать тогда в таком случае? Так, ну пока я жду вашей обратной связи, мы пойдем дальше. Я пока представлюсь. Меня зовут Татьяна Асташова. Я коуч, клинический психолог, член Ассоциации психологов и коучей ДМО подхода, нового, относительно уже нового в психологическом пространстве направления, заведующая отделением экстренной психологической помощи населению Регионального центра развития социальных технологий и консультант Республиканского консультационного центра. Я думаю, что большинство участников знакомы так или иначе, потому что второй год я веду вебинары по разным психологическим аспектам той или иной проблемы. Все хорошо, спасибо большое, Марина Владимировна. Видно и слышно хорошо, и мы можем таким образом продолжать. Я представилась, и буду рада, если участники вебинара будут давать какую-то обратную связь. Это всегда очень важно. Я понимаю, что большинство людей, приглашенных, смотрят вебинары в записи, но тем не менее я уверена, что наибольший эффект они, конечно, имеют для тех, кто смотрит очно и кто имеет возможность вступать в диалог и задавать вопросы. Итак, о чем этот вебинар? Мы сегодня поговорим, можно ли вообще готовиться к родительству, можно ли сказать, что я подготовлен к родительству на 100%, есть ли вообще какие-то критерии готовности к родительству, можно ли таким образом говорить, что значит достаточно хорошая мать, потому что много мы слышим разных критических высказываний по поводу родительских функций. И есть такой термин «достаточно хорошая мать», которую ввел еще Винникот, и мы об этом тоже поговорим. Играет ли вообще роль мужчина, и какую, если играет в процессе подготовки не только к воспитанию ребенка, но и в процессе подготовки к беременности и родам. Можно ли избежать сюрпризов, если тщательно подготовиться к родительству? И, конечно, поговорим о ваших обращениях. Если будут вопросы, то будет вообще здорово. Мнения по поводу подготовки к родительству достаточно сильно разнятся. Если вы почитаете литературу на эту тему, если вы посмотрите статьи, которыми наполнена сегодня сеть интернет, то вы увидите кардинально противоположное мнение об этом феномене. Кто-то уверен, что к родительству готовиться не нужно. Это природный механизм, который заложен в каждом человеке. И кто-то абсолютно уверен в том, что как только человек становится родителем, то есть по факту рождения ребенка, у него вдруг возникает некий родительский инстинкт, который помогает человеку сориентироваться в потребностях ребенка и начинать правильно реагировать на его запросы. А кто-то в противовес уверен, что без подготовки подходить к ребенку, подходить к процессу планирования беременности
И рождение ребенка ни в коем случае нельзя. Вот такие два кардинально противоположных мнения можно увидеть и в литературе в том числе. Но, как всегда, да, есть какой-то баланс эмоций и разума. В большинстве случаев достаточно разумный человек способен выдерживать этот баланс. Тогда, когда, безусловно, он считает, что готовиться необходимо, но если какого-то навыка нет, это не критично. Да? Вот что значит баланс. Когда мы используем возможность для подготовки, мы используем какие-то информационные ресурсы, которые сегодня в достаточном количестве представлены для любого человека. Вот. И тем не менее, подготовиться на 100% достаточно трудно. Не бывает готовности на 100%, потому что все-таки это очень индивидуальный и субъективный процесс. Поэтому подготовка – это хорошо. В каком виде тоже можно поговорить об этом. Вот. Но тем не менее, подготовиться на 100% ко всем сюрпризам, которые ожидают родителей детей, невозможно. И вот тут очень важно иметь возможность достаточно быстро переключаться и достаточно быстро варьировать те подходы, которые могут быть. Гибкость родительская, она имеет порой гораздо большее значение, чем подготовленность. Потому что если есть подготовка, но при этом не гибкость, то будет трудно реагировать в разных ситуациях. И ситуаций бывает тысячи разных вариантов поведения, подготовить невозможно. Нужно уметь переключаться и варьировать. А для этого нужен ресурс. И вот скорее ресурсность и гибкость родителя – это более важные варианты подготовки, нежели выученные определенные паттерны поведения. Что значит родитель? Да, и тут я не случайно взяла. Мы не только говорим о возникновении, об истории этого слова с точки зрения русского языка. Мы будем говорить о том, что в целом включает в себя комплексный аспект родительства. Да? И родитель – это человек, который на момент рождения ребенка, на момент не просто рождения, да, а скорее еще на моменте планирования беременности, планирования создания новой семьи, он уже готов делиться, потому что у него переизбыток. И вот это ключевой момент. Родителем готов стать тот человек, которому есть чем поделиться, и в том числе финансово, эмоционально, интеллектуально, да, и это очень важные аспекты. Экономическая сторона семьи – одна из важнейших сторон, которая способна обеспечить те потребности ребенка, которые у него возникают. Эмоциональный ресурс. Родители достаточно быстро в современном мире выгорают еще на этапе беременности, тогда, когда заканчивается ресурс, потому что человек сталкивается еще на этапе беременности с рядом препятствий, рядом трудностей. Это и принятие решений, это и понимание того, что довольно серьезные траты предстоят. И в том числе, да, психологические какие-то затратные моменты в отношениях и так далее. Поэтому эмоциональный ресурс также является одним из очень важных моментов подготовки к процессу родительства. Но, естественно, интеллектуально, да, насколько будет интересно ребенку рядом с вами, насколько вы сможете его повести за собой, насколько он будет получать от вас, наполняться от вас. И это тоже один из важных моментов. То есть к моменту становления родителя у него должен быть определенный багаж, финансовый, эмоциональный, интеллектуальный багаж, которым он просто готов поделиться. Это человек, который готов стать не только другом своему ребенку, но и авторитетом. И вот тут очень важно. Авторитетом интересным, уверенным и тем, за которым ребенку захочется идти. Сегодня в переизбытке информации о способах воспитания ребенка, о приемах, о методах,
довольно амбивалентно можно встретить амбивалентную информацию, то есть вот из крайности в крайность. Иногда считается, что строгий авторитарный стиль наиболее эффективен, а иногда родители тревожатся, что они слишком давят на своего ребенка, и они не могут найти этот баланс, и ребенок начинает расти в системе вседозволенности. И та точка зрения – это крайности. И эти крайности, они приводят к трудностям в процессе воспитания и к трудностям в поведении ребенка. Условия, которые создаются родителями, они всегда влияют на поведение ребенка. То есть поведение ребенка, оно не появляется ниоткуда, оно появляется в ответ на созданные условия. И вот когда родителю очень хочется быть другом ребенка, очень важно не забывать, что все-таки это может быть дружба, но дружба в условиях авторитетности, когда это старший друг, к мнению которого прислушиваться обязательно. Вот это очень важный момент, который нужно учитывать в процессе подготовки. Очень много людей боятся, что они не смогут сделать своего ребенка счастливым. Это очень субъективное понятие, и говорить о том, что одно воспитание более правильное, другое воспитание менее правильное, и тогда ребенок не будет счастливым, нет. И рецепта счастья нет. Единственный рецепт есть, когда мы говорим о том, что ребенок может быть счастлив тогда, когда он видит, а что значит быть счастливым. Когда он видит счастливыми маму и папу, когда еще находясь в утробе матери, он чувствует себя значимым, нужным, любимым и долгожданным. Вот это самый важный рецепт, который существует на сегодняшний день, когда есть конкретный пример счастливого поведения и счастливого восприятия жизни. Это не значит, что это родители, которые улыбаются 24/7. Это значит, что ребенок понимает, что у родителей есть ресурс на преодоление трудностей, и трудности не делают родителя несчастным. Это лишь часть пути. С трудностями можно справиться всем вместе и идти дальше. Это отнюдь не причина быть несчастным всю свою жизнь. И, к сожалению, все чаще сегодня мы видим, как взрослые люди несчастные, при этом очень хотят, чтобы их дети были счастливы. И они вкладываются до последнего, когда работают на 10 работах и пытаются обеспечить своего ребенка всем необходимым, и совершенно не задумываются о том, что ребенок возьмет от них единственный пример поведения. А если этот пример несчастлив, то, к сожалению, другого примера у ребенка не будет. У него будет, может быть, какое-то финансовое благополучие, но при этом эмоциональное благополучие будет под большим вопросом. Поэтому родителям очень важно не откладывать счастье на потом. Да, вот еще чуть-чуть поработаем, еще чуть-чуть вложимся. Вот сейчас он пойдет в детский сад, мы вложимся, потом он пойдет в 1 класс, мы вложимся, потом еще дотянем до выпускного, и потом будем жить. А потом ребенок вот начнет жить отдельно, и тогда мы начнем жить. Вот это вот постоянное откладывание на потом, это то, с чем обращаются достаточно многие родители, с ощущением отсутствия вкуса жизни. Да, это запрет на жизнь сейчас, запрет на испытывание определенных эмоций. Постоянная какая-то подготовка, тревога и неуверенность в завтрашнем дне. Вот все, что мы можем дать своему ребенку, это уверенность в завтрашнем дне. И начинать подготовку к родительству нужно как раз вот с этих моментов, с понимания, а насколько вы уверены в завтрашнем дне, насколько вы уверены в том, что у вас будет ребенок, и вы сможете дать ему то, что ему будет необходимо. То есть насколько вы сможете заботиться о себе и заботиться о ребенке. И вот об этих моментах нужно говорить с молодыми людьми еще на самом начальном этапе подготовки к родительству. Вот это очень важные аспекты, насколько они уже уверены в завтрашнем дне, уверены в своих собственных силах. Даже несмотря на те катаклизмы и какие-то экономические трудности, которые могут быть, они уже должны быть уверены, что они с этим справятся.
Вот. Ну и, естественно, подадут пример своим детям. Да, спасибо. Я тоже думаю, что важно об этом говорить с молодыми людьми особенно. Поэтому счастливый человек живет сегодняшним днем и уверен в дне завтрашнем. Это про ответственный, сбалансированный подход к жизни. Вот что мы должны передать молодому поколению, которое сегодня готовится стать родителями, да? Говорить с ними об этом. И очень большая проблема сегодня – это так называемое психологическое бесплодие. В целом это о том, что человек по тем или иным причинам родителям стать не готов. Да? Не на это сейчас настроена его психика. И если мы почитаем труды Галины Григорьевны Филипповой, человека, который вложил всю свою жизнь, все свои изыскания, исследования в как раз вопрос перинатальной психологии, психологии подготовки к беременности, психологии родов, психологии воспитания ребенка, то мы увидим, что доминанта у человека может быть либо на рождение ребенка, либо на стресс. И вот если человек пребывает в постоянном стрессе, то говорить о физиологическом бесплодии не всегда правильно. Иногда это имеет именно психологический характер. Это про то, что человек, который говорит, что никак не может забеременеть, и в семье у них никак не может появиться ребенок, о том, что человек настроен сейчас совсем не на это. Внутренне, бессознательно он не готов стать родителем. И это про психологическое бесплодие. Это вопрос, с которым обязательно нужно обращаться к психологу на консультацию, к клиническому психологу, в том числе на консультацию. Обязательно. И обсуждать все эти вопросы. Да, не думать, что это наказание, не думать, что вопросы только физиологии. Безусловно, есть и физиологические аспекты, но не решая психологических проблем, вопрос не решит. Вот. Понятно ли, есть ли вопросы по этому отрезку? Да, по поводу того, каким образом мы эмоционально готовимся к процессу родительства и о том, насколько это важно. Отлично, что понятно, поехали дальше. Критерии готовности к родительству. Да? Изначально я говорила о том, что очень трудно вывести вообще какие-либо критерии готовности к родительству, но тем не менее мы можем говорить о том, что при очень индивидуальном подходе нам нужно понимать, что будущий родитель должен иметь осознанный подход к родительству. То есть он должен понимать, что родитель не только от слова «родить». Родитель – это тот, кто напитает ребенка тем, что у него есть. Это тот, кто готов делиться. Наличие того, чем хочется делиться с ребенком, да, не просто про готовность делиться, но еще и наличие того, чем возможно делиться. Это финансовое какое-то благополучие, более-менее уверенность в завтрашнем дне, когда на этапе беременности уже понятно, что делать, если будет такая ситуация, что делать, если будет другая ситуация. То есть вот определенное планирование, план А, план Б, план С. Что мы будем делать. И это возможно только при наличии определенных ресурсов, финансовых ресурсов, временных ресурсов, эмоциональных ресурсов, интеллектуальных ресурсов, ресурсов поддерживающего окружения, что немаловажно при подготовке к процессу рождения ребенка. Окружение будущей матери имеет огромное значение. Ее окружение должно быть готово помочь ей качественно стать родителем, да, принять эту роль на себя, поддержать в момент депрессии. Вот у нас, к сожалению, огромное количество депрессий послеродовых. И это вопрос как раз к окружению, к принятию процесса становления родительства, определенные ограничивающие убеждения, определенные стигмы по отношению к молодым родителям и так далее. И вот об этом тоже нужно говорить на консультации еще до того, как человек становится родителем. Молодая будущая мама уже должна понимать, что послеродовая депрессия является абсолютно нормальным явлением, потому что жизнь меняется на 120%.
и она должна быть готовой к тому, что определенные симптомы могут возникнуть, о чем сигнализируют эти симптомы и к кому обратиться. То есть и психологическая, информационная поддержка, финансовая поддержка, вот все эти аспекты должны быть продуманы загодя, заранее, до того, как появились вопросы и проблемы. И, конечно, это родительская семья, да, которая передает эту информацию будущим родителям молодым. Это готовность развиваться, обучаться, гибкость. Вот смотрите, с одной стороны это гибкость, с другой стороны несгибаемость. И это очень важный момент будущего родителя. Готовность развиваться, потому что вместе со своим ребенком каждый родитель, сколько бы у него ни было детей, с каждым новым ребенком родитель проходит новый путь развития. Дети не похожи один на другого, и дети всегда требуют от родителя готовности развиваться. И поэтому каждый раз нужно будет готовиться к тому, что количество новых навыков потребуется гораздо больше. Вот. Готовность обучаться. Благо сейчас есть огромное количество информационных ресурсов, благодаря которым каждый родитель имеет возможность получать информацию и о возрастных особенностях детей, и о поведенческих особенностях, и о роли родителей, в том числе роли матери и отца в семье, о том, каким образом выстраивать взаимодействие, какую роль играют традиции, какую роль играют правила, которые мы принимаем в семье. Все это необходимо будет осваивать в процессе становления именно родительской позиции. Желательно, чтобы, конечно, родительская семья стала той опорной точкой, где всем этим наполняются будущие родители. Но, тем не менее, бывает по-разному, и иногда приходится перестраиваться, и именно для этого требуется гибкость. Гибкость – это тогда, когда мы знаем, что при определенной ситуации нужно действовать таким образом, но это не срабатывает, потому что с одним ребенком это сработало, с другим ребенком не сработало. Да? И истерики могут прекращаться абсолютно по-разному, и по-разному нужно будет подходить к разным детям. И тогда нужно будет проявлять гибкость. То есть способность не просто быть уверенным, что только криком можно остановить нежелательное поведение, но и готовность пробовать разные варианты. И поэтому способность быть наблюдателем за ситуацией – одна из важнейших способностей родителей. Потому что только они могут на 100% понимать, что происходит в тот или иной момент у их ребенка. А для этого у них должны быть к моменту родительства сформированы навыки анализа, наблюдения, рефлексии, когда они понимают, в чем причина и последствия поведения. С одной стороны гибкость, с другой стороны несгибаемость. Тогда, когда родитель понимает, и мы об этом ранее говорили, когда родитель понимает, что он опорная точка, что он ведущий, ни в коем случае не ребенок. Мы не даем возможность ребенку расталкивать, раскачивать все наши границы. Именно будущие родители, да, должны формировать у себя понимание вот этого родительского опорного момента. Они создают границы, они, обсуждая с ребенком, защищают границы для того, чтобы у ребенка не было тревоги по поводу амбивалентности поведения, для того, чтобы ребенок был спокоен и уверен в том, что здесь правильно, а что здесь неправильно, что принимаемо в его семье, что не принимаемо. И в этой позиции, конечно, определенная несгибаемость. Так вот, желательно, чтобы эти качества личности у каждого родителя формировались именно как внутренние качества личности, которые позволят быть им эффективными родителями. Но очень важно, о чем говорит Николай Иванович Козлов, доктор психологических наук, это позиция творца, а не потребителя. Творец – это тот, кто готов отдавать. Потребитель – это тот, кто готов забирать. Очень многие подростки сегодня растут в ситуации формирования именно потребительских качеств.
Тогда, когда они говорят о том, что они будущие child-free, то есть они не будут иметь детей, они не будут родителями, им это не нужно, потому что они понимают, насколько это трудно, насколько это эмоционально затратно, финансово затратно, потому что кто им транслирует такую позицию? Естественно, их родители, которые говорят о том, что ты понимаешь, сколько нужно вложить для обеспечения определенного благополучия. И вырастают дети, которые считают, что они не хотят быть родителями. То есть они уже на примере своих родителей увидели, как это трудно. И тогда таким родителям, конечно, не дождаться внуков, потому что вот эта позиция потребительская, когда очень страшно, что нужно будет делиться последним, она формируется изначально в детстве. И тогда подготовиться к родительству будет довольно трудно, потому что есть большое количество внутренних барьеров, внутреннего сопротивления и определенного рода даже самосаботажа. И на консультацию приходят довольно часто молодые люди, которые внутренне сопротивляются и при этом даже не осознают этого. Когда они вроде оба говорят о том, что они хотят создавать семью, но они не могут договориться, они не могут прийти к единому мнению, они не могут понимать, какую роль и значение играют правила в новой создающейся семье, потому что у них очень много страхов и тревог по поводу родительской позиции, которые они несут из своей собственной семьи, от своих собственных родителей. Поэтому вот это тоже вопрос к родителям, да, каким образом мы вкладываем в наших детей понимание вот этой родительской функции. Воспитываем ли мы в них уверенность в том, что родительство – это счастье, родительство – это благо, родительство – это возможность передать все то, что мы накопили, потому что мы, правда, мы не унесем этого с собой. И мы расти и развиваться можем только тогда, когда в нас освобождается новое место. И вот когда оно освобождается, мы делимся. Да? И благодаря этому мы наполняемся вновь. Поэтому вот эта позиция Творца, когда мы создаем, когда мы вкладываемся, когда мы делимся, она гораздо более перспективнее, чем позиция потребителя, когда мы забираем и не делимся. Да? Ну, рано или поздно нужно будет что-то с этим делать, иначе мы переполнимся и не сможем наполняться дальше. Вот. Поэтому именно об этом можно почитать Николая Ивановича. Следующее, о чем хочется поговорить, и я об этом говорила в самом начале, это термин «достаточно хорошая мать». Этот термин вел еще в своих исследованиях Дональд Вудс Винникот. И он говорит о важных вещах, и мне этим очень хочется поделиться. Он пишет о том, что, подчеркивая важность реального окружения ребенка, нет такой вещи, как ребенок. То есть ребенок не существует сам по себе. Всегда рядом с ним есть мать или замещающий ее человек. В своем развитии ребенок переходит от состояния абсолютной зависимости к состоянию относительной зависимости, благодаря повторяющемуся опыту гармоничного удовлетворения его потребностей именно достаточно хорошей матерью. Смотрите, достаточность – это не избыточность и не идеальность. Дональд Винникот не говорит о том, что мать должна быть идеальной матерью. Она должна быть достаточно хорошей для своего ребенка. Вот о чем он говорит. Это значит, что женщина вступает в фазу, из которой обычно выходит через несколько недель или месяцев после родов, когда она в высокой степени является своим младенцем, а ее младенец ею самой. Вот в данном случае мы говорим о диаде ребенок-мать. Да, и когда ребенок только-только появляется на свет, это именно диада, ребенок-мать, это единое целое. И вот это очень важный момент, который является абсолютно нормальным в формировании, в дальнейшем разделении этой диады. И здесь нет никакой мистики. В конце концов, она когда-то тоже была родным ребенком, и в ней
тоже бессознательно живет память о своем собственном младенчестве, память о том, как о ней заботились. Эти воспоминания о том, как о самой матери заботились, бессознательно будут либо помогать матери заботиться о своем ребенке, либо мешать ей приобретать свой собственный материнский опыт. И это очень важно, когда мама становится мамой, в ней актуализируются все страхи и тревоги, которые были когда-то порождены в ее собственном младенчестве. Так вот, достаточно хорошая мать – это мать, которая слышит потребности свои и потребности своего ребенка. И вот уже лавируя между этими потребностями, она понимает, что гораздо важнее в определенный момент удовлетворить потребности своего ребенка, накормить, поменять, держать на руках. А в определенный момент она должна прекрасно понимать, что гораздо важнее удовлетворить собственные потребности. Потребности в отдыхе, в сне качественном, в поддерживающем окружении, в питании качественном и так далее. То есть, забывая о своих потребностях, мы не можем быть достаточно хорошими матерями, потому что в этот момент мы не способны удовлетворить потребности собственного ребенка. Мы будем для него нересурсными. Поэтому вот этот термин очень важный. И мне хочется, чтобы мы говорили не о том, как важно быть идеальным, а о том, как важно быть настоящим, учитывая свои потребности и потребности своего ребенка. И вот в подготовке к родительству это один из важнейших аспектов. Когда мы подросткам на этапе взросления говорим о том, как важно заботиться о себе. Потому что мы воспитываем своих детей, и это очень сильно видно, удобными для окружающих. Мы им говорим, не нажимай там кнопку лифта, при чужих людях, например, да, не ребенок радостный кричит на улице, мы ему говорим, не надо кричать, потому что там вокруг ходят люди, и нам почему-то неудобно. Не нужно громко говорить и громко задавать вопросы, потому что мы можем помешать там соседям. Ну, я не знаю, много разных запретов на испытывание своих собственных настоящих чувств. И много требований для того, чтобы ребенок стал максимально удобен для окружения. Эти максимально удобные дети вырастают, и в определенный момент они не способны обеспечить своих собственных потребностей, потому что они думают о том, что нужно быть удобным для своего ребенка, иначе тебя назовут не очень хорошей матерью, быть удобным для мужа, для свекрови, для матери. То есть вот мы про всех подумали, а про себя не подумали. И в этот момент нужно понимать, что мы формируем нового удобного ребенка, который будет запрещать себе быть настоящим. Вот. И это тоже про подготовку к родительству. Тогда, когда еще на этапе взросления у человека формируется убеждение, что его потребности не важны. Да, и тогда, конечно, это пойдет с ним во взрослую жизнь в том числе. Какую же роль играет мужчина? Мужчина-отец. Да? Роль отца в семье незаменима, и мы об этом забывать не можем. На сегодняшний день, конечно, мы по-разному трактуем эту мужскую роль в семье и порой забываем о том, что он несет серьезные функции, и без него этих функций никто выполнить не сможет. Муж нужен жене, а отец нужен ребенку обязательно. И девочке, и мальчику, причем равнозначно. Мальчику нужен отец, и девочке нужен отец. И в зная определенные возрастные особенности, да, мы можем со специалистом-психологом проконсультироваться и понять, на каком возрастном этапе какую роль отец играет в жизни ребенка. Но то, что он нужен, или человек его заменяющий в крайнем варианте, да, или если есть папа, то нужно понимать, что он должен сыграть определенную роль. В современном обществе, к сожалению, происходит смещение и искажение таких ролей. Ну вот от этого никуда не деться. Сегодня очень много вопросов, очень много информации, и немножечко мы обесценили роль мужчины в семье. А по факту эта роль очень важна, и выполнить эту роль женщина не сможет никогда.
мать соединяет, и она выполняет свою функцию. Да? Помните, я говорила о диаде. Ребенок родился, и мать выполняет функцию соединения. Она с ребенком в диаде. И вот они первые полгода, это совсем тесная диада, когда внешнее донашивание происходит ребенка. Затем до года, когда формируется базовое доверие, и мать находится в зоне видимости ребенка. А отец в тот момент, когда это необходимо, помогает этой диаде разделиться, чтобы не выросли мать и ребенок как вот дополнение друг друга, а ребенок понимал, что мать — это отдельная личность, которая имеет право на свою собственную личную жизнь. У нее есть свои собственные интересы. И как раз вот всему этому помогает отец. Отец после года возвращает себе мать и дает понять ребенку, что сейчас уже мать не только принадлежит ему, да, у матери есть свои интересы, у отца с матерью есть свои интересы и так далее. Вот это очень важный аспект. И дальше, когда на этапе взросления, в подростковом возрасте, именно отец будет помогать сепарироваться, то есть разделяться выросшему ребенку и семье. Это тоже очень важный момент, который должны пройти все семьи. Мать скорее ориентирована на внутренний уклад семьи, отец ориентирован на коммуникацию с миром, хотя вот социальные роли, да, сегодня меняются, но тем не менее мы понимаем, что они в семье выполняют очень разные функции, и эти функции взаимодополняющие. Да? Поэтому, когда пытается один человек выполнять все функции, естественно, он безресурсен для себя и своего ребенка. Очень важно, что родительская семья и ее уклад не обязательно будут иметь влияние на новую семью. Вот тут очень важно, когда приходят на консультации молодые люди и говорят, что вы понимаете, в нашей семье было все плохо. Я вырос в социальной семье, я вырос в детском доме, я вырос в семье людей, которые страдали алкоголизмом. Я не знаю, как выстраивать новую семью и как стать эффективным родителем, как стать успешным родителем, как воспитать своего ребенка, который не имеет столько проблем, сколько я. Я всегда говорю, что прошлое совсем не обязательно должно влиять на настоящее. Если человек хочет нести свое прошлое в свою настоящую жизнь, он несет, и я ничего с этим сделать не могу. Но если человек считает, что он способен сам выстроить свое настоящее и справиться с влиянием прошлого, тогда он это делает самостоятельно. В данном случае специалист становится лишь помощником, который помогает ему взять ответственность за свое настоящее. Да, и поэтому не обязательно совсем, что прошлое неуспешное родительское воспитание будет иметь влияние на воспитание новых поколений. Вот. Естественно, очень важно, если есть какие-то важные уклады, традиции, да, правила, принятые вместе в семье, и они переходят из поколения в поколение, это, естественно, поддерживает. Да, и тогда молодым родителям проще становиться родителями, проще формировать свой собственный уклад, формировать свои собственные традиции, потому что они понимают их роль и значение в семье. И тогда это происходит гораздо проще. Но если даже этих традиций нет, и новая семья создается, мы говорим о том, что они вполне способны создавать свои новые традиции. И это тоже будет тем же подспорьем и тем же объединением для того, чтобы становиться успешными родителями. Много в последнее время говорят о границах, такое иногда даже становится несколько попсовым понятие границ, но тем не менее, если мы говорим о социальных границах, это важный вопрос, который нужно обсуждать с молодой семьей и с людьми, которые хотят стать родителями. Да? Нуклеарная семья — это семья, которая отделилась от своих родителей, и тем не менее она не обязательно прерывает связь со своей родительской семьей. Да? Просто в какой-то момент они решили жить отдельно друг от друга. Нуклеарная семья помогает сформировать и принять границы. Это да. В расширенной семье иногда границы установить очень трудно. Это очень индивидуально. Бывают, конечно, бабушки, дедушки, которые абсолютно адекватно относятся к выстраиванию границ молодой семьей, потому что молодая семья достаточно часто хочет иметь свой опыт,
свой опыт преодоления, свой опыт формирования каких-то традиций и норм, и правил и так далее. И бывают такие бабушки и дедушки, которые позволяют им это делать. Да? Вот. Иногда наоборот, иногда в расширенной большой семье достаточно трудно вообще уделять внимание нуклеарной семье, молодым родителям. И тогда они пытаются искать разные варианты взаимодействия. Иногда бывают конфликты. Все это решаемо, и, естественно, в каких-то случаях именно нуклеарная семья помогает сформировать границы, которые потом проще отстоять. Но если молодая семья просит помощи у родителей, да, очень важно, что нужно учиться договариваться без обид, без взаимных обвинений, без излишних проекций и ожиданий. Да. Если есть бабушка и дедушка, то они обязательно должны заботиться о внуках. Иногда вот молодые родители имеют такие убеждения. Но еще на этапе планирования беременности нужно с родителями об этом говорить. А хотят ли вообще бабушки и дедушки заботиться о внуках? Может, они только жизнь свою начинают самостоятельно, и, может быть, они хотели бы еще реализоваться в каком-то направлении. И не хотели бы отдавать весь свой день на воспитание внуков. Конечно, они рады внукам, конечно, они позитивно относятся к рождению новых детей, но, тем не менее, они имеют полное право на свое время, да, и ожидания молодой семьи могут совсем не оправдывать. И вот об этом желательно договариваться, ну, нежелательно, вообще обязательно, но не все это делают. Об этом нужно договариваться, конечно, до планирования беременности, до момента того, когда молодые люди станут родителями, они должны вообще понимать, какие запросы у них есть и что из этих запросов способно удовлетворить старшее поколение. Вот. Ну, естественно, старшее поколение тоже, да, когда настаивают на рождении детей, а молодые люди могут быть к этому не готовы. Да, это уже не оправдывает ожиданий. Вот здесь иногда можно тоже поговорить о том, насколько важны ожидания во взаимоотношениях, да, и должны ли вообще люди оправдывать ожидания друг друга. Вот, и как договариваться без взаимных обид и укоров. Вот. Конечно, у бабушки и дедушки особая роль, но при этом совсем не обязательно, что они будут выполнять ту роль, которую вы от них ожидаете. Естественно, если им есть чем поделиться, им хочется поделиться, да, то это будет здорово. Вот. Но, тем не менее, отношения должны формироваться очень ответственно и уже по-зрелому. Вот. И очень часто в последнее время говорят о ребенке-сюрпризе. Это когда незапланированная беременность, и очень много людей пишут, что вот, я беременность не планировала, и рождение детей не планировала, они у меня появились, и я от этого счастлива. Да, то есть ничего не изменилось. Безусловно, есть такие родители, которые не планировали беременность, но ребенок появился, они переключились, и в принципе это серьезно не отразилось на их жизнедеятельности. Бывает по-разному. Но в данном случае все-таки это тогда, когда у них есть ресурс, да, для того, чтобы ребенок появился. Вот. Ребенок-сюрприз совсем не значит, что обязательно все будет плохо. Но важно понимать с самого начала, что ребенок появляется не для того, чтобы решить какие-то родительские проблемы. Вот. И если проблемы были до рождения ребенка, скорее всего, с рождением ребенка эти проблемы усугубятся. И это нужно учитывать, потому что он ничего не способен решить. И если мы возлагаем на ребенка определенные надежды, а он их, естественно, не оправдает, вот, то мы будем горько разочарованы тем, что проблемы не решились. Многие родители становятся осознанными именно благодаря рождению ребенка, понимают, что на самом деле уже готовы к рождению ребенка, и именно благодаря порой вот такой незапланированной беременности, да, когда они в определенный момент понимают, что и такие молодые люди бывают, которые живут друг с другом уже в законном браке и не имеют детей, потому что им все время кажется, что они не готовы. И вот такая неспланированная беременность порой показывает им, что они уже достаточно подготовлены для того, чтобы реализовать свои функции родительские, и им уже есть чем поделиться к этому моменту.
Вот. Конечно, в этом случае имеет огромное значение окружение, как будет реагировать это окружение на беременность незапланированную и так далее. Вот. И огромное значение имеет, конечно, убеждения будущих родителей. Когда они уверены, что ребенок – это счастье, это одни убеждения. А когда они уверены, я до этого озвучивала, когда они приходят с убеждениями из родительской семьи, что ребенок это трудно, что ребенок это на всю жизнь, теперь привязан к нему и так далее, что это, например, невозможность реализовать больше каких-то своих желаний, потребностей и так далее, да, то, конечно, это будет определенная такая трудность, еще одно определенное препятствие. И вот с этим обязательно, конечно, обращаться к специалисту для того, чтобы понимать, насколько важно работать со своими ограничивающими убеждениями до того, как становиться родителями. Немножечко поговорим о родительской компетентности, да, что же в нее включается и что важно взять с собой, если вы готовитесь стать родителями. Вот. При этом, если вы уже родители, это не помешает и сформировать, и начать формировать, и продолжать формировать, и увеличивать, да, улучшать свою родительскую компетентность. Никто не мешает и в процессе появления ребенка. То есть вместе со своим ребенком мы же каждый раз меняемся, каждый раз развиваемся. И поэтому никто не мешает делать это в процессе. Это знание возрастных особенностей и потребностей ребенка. Да, нам нужно понимать, что все-таки ребенок 3 лет и ребенок 15 лет будет кардинально отличаться друг от друга. И в 15 лет он не будет нам смотреть в рот. Ну и в 3 года, собственно, если у него кризис, тоже в рот смотреть не будет. Да, и нужно понимать, что с этим делать. Во-первых, нужно понимать, что ничего страшного не случилось, что это нормально. Это не значит, что мы плохие родители. Это значит, что ребенок проходит определенный этап своего развития. Вот. И если мы просто будем к этому подготовлены, нам будет легче принять изменения. Вот. Даже если просто информационно подготовлены, что есть кризис 3 лет и что это повлияет на поведение ребенка, и просто можно обратиться к специалисту, пронаблюдать, что происходит, и получить качественную консультацию, уже можно это делать. Далее это, конечно, умение взаимодействовать с ребенком, если оно есть, это здорово. Это осознание собственных желаний и потребностей. Это понимание ценностей мужчины и женщины не только как родителей, даже после рождения ребенка. Да? Ребенок родился, это не значит, что мы перестали быть мужчиной и женщиной. Мы стали мамой и папой. Да, совсем не обязательно. Женское и мужское счастье в процессе воспитания детей никто не отменял. Ну и, естественно, это работа с определенными убеждениями и мифами до того, как становиться родителями. Кто в семье главный, да? Приходит молодая пара, где молодой человек убежден в одном, а девушка убеждена в другом, и теперь им нужно каким-то образом создавать свои собственные правила и традиции в семье. И вот эти вещи тоже желательно, нужно, да, обсуждать на берегу заранее, с какими убеждениями мы приходим, что мы будем ожидать друг от друга и так далее. Вот. То есть вот разные, здесь я привела несколько таких убеждений, с которыми молодые люди вступают в брак. Да, кстати, сегодня 17 мая, Международный день детского телефона доверия. Сегодня психологические консультации можно получить не только очно, не обязательно платно. Сегодня есть современные службы психологической помощи, которые оказывают качественные консультации дистанционно, анонимно, бесплатно, профессионально. И там можно получить как информационную, так и психологическую поддержку и помощь. Да, уже как-то не актуально сегодня говорить о том, что нет возможности обратиться к психологу, и поэтому мы варимся в своих проблемах самостоятельно. На самом деле сегодня у каждого человека, где бы он ни находился, есть возможность обратиться и проконсультироваться. Вот. Это как один из вариантов, которые можно использовать. Да. Сегодня горячая линия также проводится. В Республике Коми это телефон 21 11 66, тоже телефон, по которому можно обращаться абсолютно бесплатно за консультацией к психологу. Вот. Можно самостоятельно развиваться и почитать труды Николая Ивановича Козлова, Людмилы Петрановской, Юлии Борисовны Киппенрейтер, Галины Григорьевны Филипповой. Я приводила в пример уже их высказывания. Ирина Млодик,
Специалистам, профессионалам, конечно, профессиональную литературу по теме можно почитать. И очень важно научиться относиться критично к интернет-источникам, потому что сегодня информации очень много, но если вы не обладаете определенными знаниями, можно в этой информации утонуть. Поэтому, ну и определенная такая объективность к восприятию материала тоже позволит вам опираться на те информационные ресурсы, которые есть. Если есть вопросы, пишите, мы будем завершать на этом. Немножечко поговорили о том, как готовиться к родительству и что нужно учитывать. Буду благодарна обратной связи. Вот я вижу, у нас есть участники. Есть ли вопросы? Ага, пожалуйста. Если было познавательно и интересно, очень хорошо. Всегда рада участвовать. Угу. Так, ну, по-моему, вопросов нет. Спасибо большое участникам за то, что присоединились. И желаю получать удовольствие от процесса родительства. Всего доброго.